Кто будет Машиахом, Мессией, которого ждут иудеи? Одним из главных отличий иудаизма от христианства является то, что иудеи не считают Иисуса Христа Машиахом, посланником Божиим. Они не признают его божественную миссию, не считают Мессией, не верят в его воскресение. Кто такой Машиах, которого ждут иудеи? В Священном Писании написано, что Машиах является потомком царя Давида. Это признают как христиане, так и иудеи. Давид – возлюбленный, иврит. Христос, греческий, это Машиах, иврит, Мессия, помазанник Божий. Именно к царю Давиду обращается Бог через пророков, сообщая ему, что Христос, Машиах, произойдет от царя Давида. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Иеремия, глава 23:5. Но кто является этой отраслью праведной? Иоанн Богослов в Откровении, главе 22:16, передает слова самого Иисуса Христа. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Как Иисус Христос может быть одновременно корнем и потомком царя Давида? Все становится на свои места, если мы прочтем. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им». Иеремия, глава 38:9. Здесь ясно сказано, что Машиахом будет сам царь Давид. Это подтверждают и другие пророки. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. Но после того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью его в последние дни». Осия, глава 3, 4, 5. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииль, глава 34, 23, 24. Именно царь Давид будет править перед днем страшного суда. «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». Иезекииль, глава 37, 24, 26. Все слова Бога, которые переданы через его пророков, говорят о том, что Машиахом, Христом, которого ждут иудеи, будет сам царь Давид, который воплотится в новом теле. Первый раз это произошло, когда царь Давид воплотился как Иисус Христос. В следующий раз царь Давид воплотится как утешитель. Это будет то, что христиане ожидают как второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос и называет себя корнем и потомком Давида. Это одна и та же личность,
который воплощается последовательно как Давид, Иисус Христос и Утешитель.